الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Продолжаем с вами изучение суры Юсуф, который повествует прекраснейшую историю о самом благородном пророке Юсуфе ибн Якуб, ибн Исхак, ибн Ибрахим, пророк Юсуф, алейхиссалям. И на прошлом уроке мы с вами разобрали историю, которая произошла между ним и его братьями, о том, как братья замыслили из-за своей ревности к нему, зависти к нему, дурное, и решили от него избавиться. И провернули они свою вот эту хитрость. Хитростью забрали у отца своего сына и сбросили его в колодец. Далее вернулись к отцу с разорванной одеждой Юсуфа, сложной кровью, говоря, что волк его съел, и мы ничего не могли с этим поделать. И вот эта история, вот этот случай показывает то, насколько далеко может завести человека зависть. Хасад. А зависть – это желание, чтобы у другого человека благо пропало и исчезло. Чтобы человеку, который обладает каким-то благом Всевышнего Аллаха, которое ему даровано, будь то богатство, здоровье, красота, и вот завистливый он желает, чтобы другой лишился этого. И остановились на словах Якуба, алейхиссалям, где он сказал: «Баль саввалат лакум анфусукум амран фасабрун джамил, валлаху аль-муста'ану аля ма тасифун». Однако это ваши души привели вас к совершению данного дурного поступка, и терпение является наилучшим, наикрасивейшим решением данной ситуации. Аллаху аль-муста'ану аля ма тасифун, и Аллах является тем, у кого следует искать помощи и поддержки от того, что вы описали, от того, что вы рассказали. И вот здесь хотелось бы напомнить на такое действие Якуба. Его постигло горе, несчастье, трудность, утрата любимого своего сына. И что же он сделал? К чему он обратился за помощью? К терпению, к сабру и к помощи и просьбе помощи у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И это единственный верный путь, верное решение, когда человека постигает какое-то испытание, трудность или утеря. А зачастую, как бывает, где люди ищут, скажем так, средства забыться, средства погасить свое горе, несчастье, утерю, они ищут это в грехах и запретном. То есть, совершая грехи, совершая запретное, они пытаются вот эту горечь, вот эту утрату, вот это несчастье, они пытаются его подавить, и этими временными какими-то греховными наслаждениями думают, что они это скроют и избавятся. Но по итогу становится лишь хуже. Однако единственное решение, посредством которого мы, люди, рабы Всевышнего Аллаха, можем вот это душевное беспокойство, вот это горечь утраты как-то излечить, от него избавиться, это лишь терпение и обращение за помощью ко Всевышнему. Как Аллах говорит: «Васта'ину бис-сабри вас-саля», и прибегайте к терпению и к молитве, к намазу. И это, несомненно, сложнее и труднее, нежели поддаться грехам, забыться в этих грехах и не думать о своей утере, о своей трудности. Однако, если само
начало сложное, да, терпение, намаз, когда у тебя и так горе, потеря какая-то, а тебе говорят: брат, встань на намаз. А ты на намазе встаешь, не можешь мыслями собраться, у тебя вот это вот какие-то мысли, может, на работе какие-то проблемы, в семье какие-то проблемы, с детьми какие-то проблемы, и ты не знаешь, где искать помощи. Здесь Якуб, алейхиссалям, например, это терпение и намаз, молитва и просьба Аллаха субхану ва тааля. И далее Всевышний Аллах откроет и облегчит нам. В этом нет сомнений. Что же случилось далее? Иосиф, алейхиссалям, у нас в колодце, где его оставили братья, и Всевышний Аллах рассказывает, что же было дальше. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. 19 аят суры Юсуф, Аллах говорит: وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ, и прибыл караван, путники, сайяра, которые не в первый раз в пути. Здесь в арабском языке приходит слово сайяра, то есть это люди, путники, которые постоянно находятся в пути, путешествуют и уже опытные. Прибыли на это место неподалеку от колодца, и отправили они водоноса, человека, который был ответственен за поиск воды. И если он нашел где-то колодец, он, значит, этот колодец исследовал, замерял глубину колодца и подготавливал этот колодец таким образом для использования. Потому что раньше мы знаем, да, колодцы — это яма, скажем так, и ты не знаешь даже, какая глубина у этого колодца. Поэтому вот этот водонос, он приходил, опускал ведро, если надо, если ведро не доходило до дна, он еще добавлял длину веревки, и таким образом он замерял длину и подготавливал колодец к использованию всем караваном. И таким образом вот этот водонос дошел до этого колодца, опустил свое ведро, и Юсуф, алейхиссалям, который находился на дне этого колодца, он ухватился за него, и его подняли наверх. Подняв ведро, этот человек воскликнул: «Я бушра, о радость!» Это же юноша, ребенок. Или же он про себя это воскликнул, обрадовался тем самым: «О, какая радость!» да, тем самым про себя воскликнул, обрадовался. Или же говорится, что он позвал других своих товарищей с каравана: «Подойдите сюда, я тут нашел ребенка». Я нашел ребенка. И далее говорится: وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, и они скрыли его среди своего товара. С какой целью? С целью в дальнейшем его продать. И скрыли они его, боясь, что явятся родственники этого юноши. Возможно, этот юноша гулял, да, и упал в колодец, а его ищут родственники, близкие, знакомые. И они побоялись, что эти родственники объявятся и заберут его, этого юношу, у них. Таким образом, они нашли его. А как они должны были поступить, да? Это находка, несомненно, они должны были поискать в округе, поспрашивать, чей это ребенок, и постараться найти родственников. Однако, вот это их поступок, это их действие показывает на то, насколько они были далеки от истины, далеки от религии Всевышнего Аллаха и от любых благих нравственных проявлений нравственных качеств. Далее они скрыли его среди своего товара, чтобы в дальнейшем его перепродать. «Валлаху алимум бима я'малун». Однако Аллах, Он знает, что они совершили. То есть, смотрите, да, говорит, скрыли, они скрыли его от других людей, однако Аллах говорит, Аллах знает, что они совершили. Из этого указания то, что человек, как бы он ни пытался скрыть свои грехи, мерзкие какие-то поступки, может утаить это от взора людей, однако «Валлаху алим», Аллах знает, что человек совершает, как бы он ни пытался это утаить или скрыть. И далее, что произошло? Аллах говорит: «Вашароуху бithamanin бахсин дарахима ма'дудати ва кану фихи мин аз-захидин».
И они продали его за ничтожную цену, за считанные дирхамы. И они были в этом вопросе сдержанными. Касательно этого аята хочется немножко поподробнее разобрать, потому что толкователи Корана выделили 3 мнения по этому аяту. И они продали его. Кто продал его? Тут 3 мнения. Одни сказали, это самое распространенное мнение среди толкователей Корана. Оно упоминается как в Тафсире Ибн Кафира, и у имама Аль-Куртуби, и у имама Табари, и у других великих ученых, то, что продали его братья за ничтожную цену. То есть, как приводится, что когда этот караван прибыл, и Юсуфа, алейхиссалям, из колодца вытащили, его братья находились неподалеку и увидели это. Увидели это и побоялись, что этот караван вернет Юсуфа его отцу. Они догнали этот караван и сказали, что это наш сбежавший раб. Его братья сказали, это наш сбежавший раб. И договорились они на том, что хотят его продать, то, что он нам такой не нужен, забирайте его себе. И при продаже даже не просили какую-то большую сумму. Продали за считанные дирхемы. Считанные, значит, почему используется слово считанные, ма'дуда, указывая на малочисленность. Мы же говорим, вот остались считанные дни. То есть их можно пересчитать по пальцам. И поэтому таким образом они, родные братья, не только его сбросили в колодец и на этом успокоились, да? Они, увидев то, что Юсуфа вытащили из этого колодца, они побоялись, что Юсуф каким-то образом довернется домой и расскажет своему отцу, что произошло. Они догнали этот караван, перехватили их, сказали, что он наш сбежавший раб. И как в некоторых книгах Тафсире приводится, что один из братьев даже обратился к нему, к Юсуфу, на их языке, который караван сам не понимал, то, что ты, если не признаешься, что ты наш раб, мы тебя убьем и так далее. Таким образом, Юсуф даже не противился их словам. Он молчал и кивал, что да, он является сбежавшим рабом. И братья продали его, как в некоторых тафсирах приводится, за 20 дирхемов, и каждый взял по 2 дирхема, потому что их было, братьев, 10. Это одно из мнений, которые выразили ученые, это самое распространенное, то, что именно братья, они его продали за эту никчемную цену. И они были сдержаны захидин, то есть они не ожидали получить какую-то выгоду от Юсуфа. Главной их целью было, чтобы Юсуф не вернулся домой, и тем самым, чтобы отец их обратил внимание только на них и любил только их, а не так, как было до этого, уделяя больше времени Юсуфу. Второе мнение, другие ученые сказали, что продали это сам караван. То есть водонос нашел ребенка, объявил, торговцы, которые присутствовали в караване, его взяли. Однако да, они продали его, уже вернувшись в Египет, за ничтожную цену, потому что они овладели им незаконно, скажем. Они даже не искали хозяев, не искали родственников, и поэтому они скорее хотели от него избавиться и хоть какую-то выгоду от этого выручить. И поэтому, говорят, вот этот караван, торговцы, они продали его в Египте за никчемную, за ничтожную цену. И также третье мнение приводится, что продали его это водоносы. То есть вот этот водонос, который нашел Юсуфа, он позвал своих товарищей втихую, не сообщив об этом самим торговцам, хозяевам этого каравана. И они, несколько человек, получается, вот эти, которые прислуживают при караване, воду носят, воду находят и так далее, они между собой договорились, Юсуфа скрыли от всех остальных и по прибытии в Египет продали его за ничтожную цену, потому что они скорее хотели его также продать, пока другие хозяева каравана не прознали об этом.
Вот такие вот мнения приводятся касательно этого аята. И Аллаху алям, Аллах знает лучше, какое из них более верное. Да, однако факт остается, что Юсуфа, алейхиссалям, продали за ничтожную цену. За ничтожную цену. Ведь они не знали еще «Кану фихи миназ захидин», и каждый, и те, кто его продал, они были в отношении Юсуфа сдержанными, то есть они не придавали ему должного значения и не надеялись заполучить от него какое-то великое благо. А ведь если бы они знали, каким будет Юсуф в дальнейшем великим человеком, пророком и могущественным человеком, то, несомненно, захотели бы его оставить себе. И в Египте وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. И по прибытии в Египет караван продал его, да, мы три мнения выделили, продали Юсуфа визирю царя Египта. Визирю, помощнику царя Египта. Он его выкупил, и он очень, скажем так, восхитился качествами Юсуфа, как его внешним обликом, так и его нравственностью, так и его поведением. Он очень сильно восхитился Юсуфом, и Аллах Субхану ва Тааля вселил в сердце этого человека любовь к Юсуфу. Вселил любовь к Юсуфу, что он даже своим домочадцам, своей супруге и другим повелел обращаться с Юсуфом достойным образом. Как говорится, وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ, и сказал тот, который купил его в Египте, лимраатихи, своей супруге, своей жене, акрими маthваху, сделай его пребывание в нашем доме хорошим и достойным, чтобы он был всегда в достатке. Лучшая еда, лучшая одежда, лучшая комната, лучшее обиталище. Таким образом досталось Юсуфу, алейхиссалям. И Аллах, субханаху ва тааля, сменил его положение с дна холодного сырого колодца дворцом визиря земель Египта. И далее говорит, и возможно, обращайся с ним хорошо, ведь возможно он в будущем принесет нам немалую пользу, или же мы возьмем его в сыновья, усыновим его. И говорится, что у самого наместника, у самого визиря не было родных детей, и поэтому он даже подумал взять Юсуфа, усыновить, взять своим сыном. И далее Аллах говорит, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ, Аллах говорит, и так мы утвердили Юсуфа на земле. На земле, то есть на земле Египта. Мы утвердили его, дали ему великое положение и утвердили, имеется в виду, у него начался путь его становления и его величия на землях Египта. И начался он с дома визиря этой местности. И научили его толкованию снов, говорит Всевышний Аллах. И далее, «Валлаху галибун аля амри». И Аллах властен вершить свои дела, говорит. Однако многие люди этого не знают. Аллах властен вершить свои дела, однако многие люди этого не знают. С чего все начиналось? Да? Братья Юсуфа замыслили из-за зависти избавиться, расправиться с ним. Караван его подобрал, продал, да, за ничтожную стоимость. И все в жизни Юсуфа шло тяжело и с трудностями. И братья Юсуфа думали, что от него избавились, и Юсуф уже потерян. Однако Аллах, субханаху ва тааля, делает так, как Он пожелает. Аллах Всевышний в жизни, в этом мире, Он делает так, как Он пожелает. Галибун аля амри. То есть Он одолевает всех своим повелением. Кто бы ни пытался противиться решению Всевышнего Аллаха, он не сможет ничего противопоставить. В этом мире все происходит лишь по предопределению и по позволению Всевышнего Аллаха.
Иннама амруху иза арада шай'ан ан якуля лаху кун фаякун. Воистину его повеление, если он что-то пожелает, он скажет будь, и оно сбудется. В этом мире ни один человек, ни одно существо не способно даже пошевелиться, или даже не то, что пошевелиться, а даже что-то пожелать без ведома Всевышнего Аллаха. Как Аллах говорит: «Вама ташауна илля айяша Аллах». И вы не сможете пожелать, если на то не будет воля Всевышнего Аллаха, если этого не пожелает Аллах. В этом мире Аллах, Он ар-Рабб. Однако, говорит Аллах: «Валякинна аксаран наси ла я'ламун». Однако многие люди этого не знают, этого забывают вот эту истину, что в этом мире есть лишь один Господь. Ар-Рабб, Аль-Малик, Аллах. В каждом ракаате наших намазов мы читаем суру Аль-Фатиха и говорим: «Альхамду лиллахи Раббил алямин». Хвала Аллаху, Господу миров. Хвала Аллаху, Господу миров. Ар-Рабб, Господь, в значении хозяин, господин, управляет, распоряжается в этом мире так, как Он пожелает. И эта сура, она неспроста нам возложена к чтению в каждом ракаате. Это великое напоминание. И каждый раз, когда мы встаем на намаз, мы, читая этот аят, напоминаем себе, что в этом мире есть лишь один Господь. Рабб аль-алямин, Господь миров. И в этом мире все происходит по Его повелению, предопределению, и, следовательно, мы, рабы Всевышнего Аллаха, если хотим в этом мире заполучить благо и достигнуть своих стремлений, и также надеемся на наилучший исход следующей жизни, единственный путь к достижению этого – это заполучить довольство этого Господа, заполучить довольство хозяина этого мира и всех остальных миров. Однако многие люди, говорит Аллах, этого не знают и забывают. И люди ищут помощи где-то в другом месте, надеются на свои собственные силы, надеются на тех, кто не вечен. А Аллах говорит: «Ватаваккаль аля аль-хайй аллази ла ямут». И уповай же на того, который вечно живой и который никогда не умрет. И каждый верующий мусульманин, каждый человек должен искать прибежище и помощи лишь у одного, у Всевышнего Аллаха, ведь Он галибун аля амри, и Его повеление, оно несомненно сбудется, и никто не сможет этому противиться. Далее, вот в этом месте хотелось бы вернуться с аята, с которого мы начали сегодня, где Аллах субханаху ва тааля, указывая на то, что Юсуфа продали за ничтожную цену, аят завершил словами: «Валлаху алимум бима я'малун». Аллах знает, что они совершают. То есть зачастую, часто же люди такие слова говорят: Аллах не видит, что ли, что происходит, какие несправедливости творятся, да, как люди страдают, где-то голодают, где-то умирают, где-то болеют. И с людьми что только в жизни не происходит. И иногда люди задаются таким вопросом, ввиду своего невежества: разве Аллах не видит, Бог не видит, что ли, что происходит? Почему Он позволяет это делать? И вот этот случай, да, с Юсуфом, вот этот небольшой промежуток, это явный ответ, ясный ответ на этот вопрос. Юсуф, алейхиссалям, да, ребенок, которого бросили родные братья в колодец, и увидев только это, вот эту часть истории, человек может задаться вот этим вопросом: а почему Аллах позволил этому случиться? Почему этого бедного ребенка братья бросили? Почему он прошел через такие трудности и испытания? Разве он этого заслужил? Он же ребенок, да, и так далее. Вот такие слова произносятся. Однако смотрим, что произошло дальше. Что произошло дальше? Юсуф получил положение лучше, которое, чем у него было. Он получил положение, степень, да, дворец, наилучшее проживание, и у него открылись великие возможности для доведения миссии пророчества, для доведения слова Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля в дальнейшем. И вот эти слова: «Валлаху алимум бима я'малун». Он говорит, он видит, что Юсуфа бросили в колодец. Он видит, что его продали. Аллах знает, что они делают. Он об этом всем сведущ, однако Он позволяет всему этому случиться и не меняет это положение, потому что в дальнейшем Он предопределил
что-то великое, что-то благое, что-то хорошее и ценное. Это нас возвращает к другому аяту, да, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аса ан такраху шай'ан ва хуа хайрун лакум, ва аса ан тухиббу шай'ан ва хуа шаррун лакум». Быть может так, что вы что-то не любите, вам что-то не нравится. В жизни случаются разные трудности, испытания. Никто этого не хочет. Однако в этом может быть благо для вас, говорит Аллах. И быть может, что вы думаете в этом благо, у вас сейчас что-то хорошее случилось, думаешь, вот оно, счастье, в этом благо для меня. Однако Аллах говорит, а в этом будет зло для вас. Валлаху я'ляму, Аллах знает, а вы не знаете. Это великое правило, этот аят, то, что человек, он не должен опираться на материальные блага и на его нынешнее состояние. Что бы ни происходило в жизни, ни в коем случае нельзя проявлять недовольство. Ведь мы не знаем, что для нас лучше. Бедный не знает, возможно, что бедность ему во благо. Ведь если он разбогатеет, то он лишится своей веры, может даже. Сегодня он беден, однако он праведный. Он читает намаз, ходит в мечеть, изучает религию. А будь он богат и появись у него средства, будет ли он еще также старателен в вопросах поклонения? Мы не знаем. И поэтому, что бы в жизни человека ни случалось, он ни в коем случае не должен проявлять недовольство и надеяться на поддержку и помощь Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы не знаем, что благо, а что во вред для нас. И также это касательно дуа. Когда мы просим у Всевышнего Аллаха, мы должны просить то, в чем благо для нас, а не конкретно какую-то определенную вещь. Потому что мы не знаем, вот эта конкретная вещь будет ли для нас благом или нет. Ведь этому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нас и научил. В хадисе, который приводится от Джабира, где он сказал: «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям юаллимуна аль-истихарата кама юаллимуна ас-сурата мин аль-Кур'ан». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучал нас истихаре. Намаз истихара, так же, как он обучал нас суре из Корана. Что такое истихара? Это просьба у Аллаха, чтобы Он дал нам то, что лучше для нас. И как в хадисе в продолжении говорится, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, приведем лишь смысл: если один из вас вознамерился совершить что-то, любое дело мирское, что-то купить, что-то приобрести, что-то сделать, на ком-то жениться или что-то, куда-то на работу устроиться или, наоборот, с работы уйти, вознамерился что-то сделать, то пусть, говорит, совершит 2 раката намаза, и после этого намаза у Аллаха попросит дуа: «О Аллах, я прошу, чтобы я ищу помощью Твоего могущества, ведь Ты сильный, а я слабый. Я прошу выбора у Твоего знания, ведь Ты знающий, а я не знающий. И если Ты знаешь, что в этом деле есть благо для меня, то облегчи для меня это и дай мне в нем благословение. Если же нет для меня в этом блага, то отдали от меня от этого и замени для меня это лучшим». Вот это великая дуа, это есть основа упования, таваккуль на Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть, когда мы не руководствуемся внешними какими-то материальными качествами вещей и не поступаем так, как мы думаем, что это благо, а мы прибегаем к помощи Аллаха Субханаху ва Тааля в выборе этих решений. Далее, Юсуф алейхиссалям прибыл в Египет, устроился в доме визиря и рос в этом доме. وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. И рос он, и когда же, говорит Аллах, он достиг ашуддаху, зрелого возраста или возраста расцвета сил. Это возраст, да, мы знаем, когда человек рождается, он слаб, однако он взрослеет, растет, развивается, и он доходит до того возраста, до период его расцвета сил, как физически, так и своим разумом, пониманием. Вот это называется ашудда, возраст расцвета сил. Далее, после этого возраста уже происходит спад обратно, к слабости, к старости, к дряхлости и так далее.
Так вот этот же период, тут ученые разные мнения выразили. Кто-то сказал, что это 33 года, да, а кто-то сказал, что это возраст между 35 и 40. Вот в этом промежутке он варьируется, то есть у каждого по-разному. И вот Юсуф, алейхиссалям, когда достиг этого возраста, Аллах говорит, мы даровали ему хукман ва ильма, хукма, хикма, мудрость, и здесь в значении пророчества говорится. В этом возрасте мы даровали ему пророчество и ильма, знание о толковании снов, так говорится. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. И так мы вознаграждаем творящих добро аль-мухсинин, верующие и также терпеливые. Юсуф, алейхиссалям, прошел через трудности в жизни, проявил терпение, и Аллах, субханаху ва тааля, даровал ему великую награду. Что же произошло дальше? Юсуф, алейхиссалям, вырос в его доме, и однажды произошло следующее новое испытание, трудность. И эта трудность уже требовала терпения еще сильнее, более сильного, чем то, что потребовалось Юсуфу, когда он оказался на дне колодца. Это терпение в вопросах ослушания Всевышнего Аллаха. На дне колодца от него требовалось терпение к предопределению Аллаха. С тем, что случилось, он должен был с терпением это перенести. Однако здесь уже терпение в вопросе ослушания Аллаха, когда есть возможность совершить грех, и тут испытывается человек. Выдержит он, проявит ли сдержанность и терпение. Что же произошло? وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. Произошло следующее. Жена визиря, в доме которого жил Юсуф, да, разные имена приводятся, Зулейха, кто-то говорит Рахиль. Однако вот эта женщина, не суть важно, как ее звали, она возжелала Юсуфа. Она, да, обольстилась его красотой, его внешними качествами. И в один из дней она завела его к себе в комнату, закрыла все двери в доме, да, сняла с себя одежду и сказала: «Вакалят хейталек». Я перед тобой, я готова к тебе, иди же сюда. Юсуф, алейхиссалям, оказался с ней наедине, никого нет, с супругой визиря, которая, говорится, обладала красотой. И тут испытал его Всевышний Аллах вот этим. Проявит ли он в этом вопросе терпение? Сдержится ли он? А ведь тут очень много факторов, которые, как сказать, предрасполагают к совершению греха. Очень много факторов. В первую очередь, вот интересно, ученые приводят, первое это то, что Юсуф, он был вдалеке от своего дома. У него нет здесь родственников, у него нет здесь близких, никто его не знает, да, его откуда-то привели. И когда человек находится не в своей родной местности, никто его не знает, вот это его зачастую подталкивает к совершению греха. И мы это знаем. Где чаще всего происходит? Да, грехи. Когда человек куда-то уезжает, в командировке, там, или в отпуск куда-то улетел, и непонятно, чем он там занимается. Ему там легче совершать грехи, потому что он вдалеке от всех тех, кто его знает, или могут его увидеть и узнать в тот момент, когда он совершает грех. Далее Юсуф был рабом во власти этой женщины. Она грозилась ему даже заточением в тюрьме, грозилась наказанием. То есть у него как бы есть даже некое оправдание совершить грех. То, что я раб, я не могу, я не владею самим собой. Вот она, моя госпожа, и я вынужден подчиняться, повиноваться ей. С этой стороны есть оправдание. В-третьих, Юсуф был молодым юношей в расцвете сил и не женатым. Не было у него супруги, он не был женат. Что еще способствовало, да, еще сильнее подталкивало, являлось фактором, которое могло привести к греху. То есть еще тяжелее становилось выдержать этот соблазн. И также, четвертое, еще то, что все двери дома были закрыты, никто не мог увидеть, что же они совершат. То есть смотрите, сколько факторов, пунктов, да,
которые предрасполагают к совершению греха. Однако Юсуф, алейхиссалям, что же сказал? В данной ситуация очень тяжелая на самом деле. Чтобы сдержаться от греха, нужно колоссальное терпение, смиренность и вера во Всевышнего Аллаха. Он говорит: «Каля ма'ад Аллахи, иннаху рабби ахсана маthвай». Он сказал: я прибегаю к Аллаху, упаси Аллах, он сказал. Первое, это важно, вот эти 3 пункта, далее, которые он произнес. Он говорит: ма'ад Аллах, упаси Аллах, иннаху рабби ахсана маthвай, воистину он мой господин, то есть господин имеется в виду хозяин этого дома, он должным образом и наилучшим образом относился ко мне. Как же я могу совершить несправедливость по отношению к нему с его женой? Как совершить эту мерзость? И третье сказал: иннаху ла юфлиху залимун, воистину не преуспеют нечестивцы, аль-залимун, несправедливые. Смотрите, Юсуф, алейхиссалям, привел 3 пункта, посредством которого он огородился от греха. Самое первое, это он прибегает к защите Всевышнего Аллаха. И это самое важное, самый первый шаг. Когда у человека появляется желание совершить какой-то грех, проступок, ему в первую очередь нужно просить с помощью Всевышнего. А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. А'удhu билляхи или а'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. Вспомнить Всевышнего Аллаха, когда у него появляется желание совершить грех, любой грех. Каждый знает, какие у него есть пороки, недостатки и так далее, из всех здесь сидящих. Поэтому, если какие-то мысли возникают совершить грех, первое – просить помощи у Всевышнего, прибегать к его защите. И далее Юсуф нашел довод из мирского, то, что вот этот поступок, который он совершит, вот это действие, да, если он совершит, оно отразится негативно на его мирской жизни. Это несправедливо даже по мирским законам. То, что вот эта жена чья? Хозяина, визиря. Визирь, который его выкупил, который даровал ему прекрасную жизнь в его дворце, в его родном доме. И как же, говорит, я могу совершить к этому человеку такую подлость и несправедливость? И далее он напомнил о том, что о последствиях этого греха. А это «Ля юфлиху залимун» не преуспеют нечестивцы и несправедливцы. Ни в этом мире их не ждет благо, ни в следующем мире, ни в ахирате их не ждет ничего хорошего. То есть, скажем, с 3 сторон рассмотрел грех. В первую очередь прибегает к защите Всевышнего Аллаха, потому что это запрет Аллаха. Во-вторых, этот грех, он по законам этого мира, даже по мирским законам, он несправедлив, да, и не следует его совершать, и принесет лишь вред даже в этой мирской жизни. И третье, то, что не будет никакого благого конца, если он этого сделает, и он это сделает, этот грех. А вспомни, как его братья готовились к греху. Что они сказали? Они сказали: совершим грех, а потом покаемся, они сказали. Видите, как 2 разных абсолютно подхода. Юсуф, алейхиссалям, прибег к защите Аллаха, знал, что в этом мире несправедливо, и то, что не ждет ничего хорошего человека, который этот грех совершит. И далее что произошло? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. И она возжелала его, а он также, у него появилось желание, к ней возжелал ее, и он бы, несомненно, возжелал и совершил поступок, если бы не увидел бурхан, знамение от Всевышнего Аллаха. И здесь по поводу, что же увидел Юсуф, что его остановило от совершения этого греха, что это за бурхан, что это за знамение. Среди ученых огромное количество мнений было. Кто-то говорит, что перед его глазами появилось изображение его отца Якуба. Кто-то говорит, что какой-то священный текст, или же что пришел ангел, или еще что-то разное. Вот эти приводятся мнения, что Юсуф что-то увидел, что предостерегло его от совершения греха. Однако, как говорится, нет ни одного достоверного указания на это, что же именно это было. Поэтому знание лишь у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Однако Аллах Всевышний послал ему знамение, которое увидел Юсуф, и которое предостерегло его от совершения греха. И далее
Он говорит, воистину он был из числа наших избранных рабов, говорит Аллах. И что тогда пошло? Они побежали к двери. И эта женщина схватилась за его рубашку. Мин дубурихи сзади ва альфа я сайидаха лядаль баб. И вот в таком положении, получается, они выбежали, она схватила за рубашку, порвала рубашку, где-то, говорится, она стянула с него рубашку, и открывается дверь, и они возле двери стоят в таком положении, а там муж этой женщины, хозяин. Ва альфа я сайидаха лядаль баб. И вот он видит такое положение. Жена раздета, Юсуф тоже, да, одежда порвана. И тут, смотрите, что делает женщина? Удивительная хитрость, да, в конце мы это упомянем, и их хитрость, подлость женщин в этом вопросе. Она тут же меняет свое положение и говорит: «Фама джазау ман арада би ахлика су'ан илля ан юсджана ва азабун алим». Она говорит: «О мой муж, как ты думаешь, как следует поступить с тем человеком, который возжелал совершить несправедливость с твоей супругой, с твоей семьей?» То есть она тут же начинает обвинять во всем кого? Юсуфа, алейхиссалям. Только что она бежала за ним, даже сорвала с него рубашку, однако как только почуяла, да, вот эту угрозу себе, она тут же скинула с себя ответственность и перенаправила обвинения все в сторону Юсуфа. Он говорит: это он меня возжелал, следует его наказать или посадить в тюрьму. И далее муж в таком положении. Представьте себя в таком положении, да, Аллах согласен. Приходишь, такая ситуация. Что делать? Юсуф говорит: нет, это она соблазнила меня. То есть такая ситуация. Жена говорит: это он виноват. Юсуф говорит: нет, это она меня соблазнила и возжелала. Что же тогда сделали? Да, один из жителей дома также, из семьи, разные приводятся мнения. Кто-то говорит, что это был какой-то старец, кто-то говорит, что это был молодой ребенок. Однако не суть важно, из его дома, из семьи этого человека один предложил мудрое решение и сказал: посмотри, говорит, на его одежду. Если его рубашка порвана спереди, то значит, жена твоя права, а Юсуф лжет. То есть, что значит порвана спереди? Значит, Юсуф хотел, получается, насильно приблизиться, а она защищалась, и в момент защиты она порвала рубашку спереди. Если же говорит: если же говорит, рубашка порвана сзади, то значит, твоя жена лжет, а Юсуф говорит правду. Значит, Юсуф действительно избегал ее, пытался уйти, отстраниться, убежать, а она шла за ним до последнего и даже сзади ухватила за рубашку и порвала рубашку. И что же в итоге выяснилось? فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. И когда они увидели рубашку, они увидели, что она порвана сзади. И тогда муж сказал, вот этот хозяин сказал: воистину это, говорит, ваши козни, женские козни, а козни ваши велики. Козни ваши велики. И как приводится, женские козни, они даже более великие, страшнее, чем козни шайтана. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах субхану ва тааля в Коране говорит: «Инна кейда шайтани кана даифа». Воистину, козни шайтана, они зариф, слабые. А здесь про женщин что говорится? «Инна кейда кунна азим». Ваши козни, они великие. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегал даже: да, ваттакун нар, ваттакун ниса. Бойтесь же ада и бойтесь же женщин. Бойтесь же женщин в значении, да, то, что посредством женщин мужчины впадают в очень страшные дела и отходят даже порой от своей религии и набожности. И последнее: Юсуфу а'рид ан хада вастагфири ли замбики иннаки кунти миналь хатиин. И хозяин дома, визирь, говорит: о, Юсуф, оставь это дело, забудь это, что произошло, и никому об этом не рассказывай. А ты же, жена, говорит, покайся и попроси прощения, ведь ты ошиблась, да, и совершила грех.
На этом мы завершим и узнаем, что же произошло дальше на следующий урок, инша Аллах. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله